В начале заседания министр здравоохранения Томас Сахнаки отметил, что оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране как благоприятную. Введенные ограничительные меры привели к положительным результатам и не допустили массового распространения инфекции COVID-19. В Абхазии за все время пандемии были зафиксированы 38 случаев заболевания. 33 человека уже выздоровели, 4 находятся на стационарном лечении. В пансионате Айтар на карантине находятся 2 медицинских сотрудников. Все необходимые мероприятия, которые были обозначены в части карантина по лечебным учреждениям, выполнялись в полном объеме. По части обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения проблем не возникало, поскольку все необходимое для этого есть на сегодняшний день в условиях Гудаутской больницы, где, как известно, был создан ковидный центр. С тех пор, как в стране сняли часть ограничительных мер, были зафиксированы 3 новых случая заболевания. Но, как подчеркнул Томас Сахнаки, несмотря на это, ситуация остается под контролем. Премьер-министр Александр Анклав отметил, что эту информацию необходимо донести до общественности, так как люди все еще не верят в существование опасного вируса. На повестке дня стоит вопрос главный – быть или не быть курортному сезону. И какие риски с этим связаны. И тут за словами никто не спрячется. Никто. Все должны будут сказать свое мнение по этому поводу. Все руководители. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик также отметила, что ситуация в стране стабилизировалась и находится под контролем в связи с выполнением всех предписанных мер. Однако Скорик отметила, что в случае открытия границы и приезда большого потока туристов без наличия документа, подтверждающего отсутствие коронавируса, может привести к серьезным последствиям. Министр по чрезвычайным ситуациям Лек Вицини доложил штабу, что общее количество людей, пересекших российско-абхазскую границу за все время пандемии, составляет более 9 тысяч человек. В среднем в день границу пересекают от 120 до 170 граждан. Специалисты МЧС постоянно ведут дежурство на границе, измеряют температуру всех въезжающих. В ходе заседания зам руководителя администрации президента Джансух Нанба ознакомил членов координационного штаба с позицией президента в связи со сложившейся ситуацией. Главным приоритетом руководства страны было и остается сохранение жизни и здоровья граждан, несмотря на то, что введенные на границе ограничения негативно сказываются на экономике республики. Предполагается, что те ограничения, которые были ослаблены в Российской Федерации, а именно в Краснодарском крае, идет постоянный мониторинг ситуации по эпидобстановке в этих регионах. На мой взгляд, срок, в течение которого проявляются симптомы, это 14 дней, как нам известно, пройдет уже к 10 июля, и уже тогда можно будет делать определенные выводы о том, повлекли ли те послабления в Краснодарском крае к серьезным. Министр по туризму Теймураз Хишба предложил членам координационного штаба рассмотреть возможность поэтапного снятия ограничений на переход российско-абхазской границы. В частности, разрешить въезд иностранным гражданам, имеющим путевку в гостинице или санатории на срок свыше 5 дней. Затем поэтапно разрешить въезд коллективным группам, имеющим путевки на срок не менее 3 дней. При этом, как предлагает Минтуризма, въезжающим в страну гражданам необходимо иметь при себе справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией Роспотребнадзора, страховой полис и документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии. В итоге, после того, как были выслушаны мнения всех членов координационного штаба, было принято решение о продлении некоторых ограничительных мер. Речь идет о запрете на экскурсионную туристскую деятельность и режиме пересечения абхазо-российской границы. Штаб поручает соответствующим министерствам, ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами и принять окончательное решение по этому поводу в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет, в частности, в Сочинском регионе и в других регионах Российской Федерации, потому что турист, отдыхающий, к нам едет практически на 100% из России. И если мы сможем за эти 2 недели грамотно выстроить работу, получить объективную информацию и поддержку от российских коллег, тогда будем считать, что сегодняшнее заседание нашего штаба было удачным. Проблем много. Многое предстоит обсудить Министерству по туризму.
с туроператорами, которые работают на абхазском направлении, со страховыми компаниями, со многими другими структурами, которые каким-то образом завязаны на этом бизнесе. Простых решений здесь нет. Мы получили за это время достаточно много предложений из Российской Федерации о том, как нужно организовать эту работу от профессионалов, от тех, кто знает туриндустрию. И все эти предложения нам надо совместить. Таким образом, действующий режим пересечения государственной границы по реке Псов сохраняется до 15 июля. Решение об открытии границы и возобновлении туристской деятельности будет приниматься с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в соседнем Краснодарском крае. Алика Трап, Степан Мартиросян, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.